вечера. В эфире «Бугюн», информационный прайм-тайм в эфир на телеканале АТР, который сегодня для вас придут Ирина Ромалийская. Айдар Муждабаев, витаємо вас. У нас в гостях сегодня первый заместитель министра по делам оккупированных территорий Юсуф Куркчин. Салям алейкум. Алейкум салям. И известный правозащитник Мария Томак. Салям алейкум. Алейкум салям. Хочемо поговорити про законопроект, який був представлений вашим міністерством щодо політичних в'язнів. Ми його так називаємо законопроект про політв'язнів. Як він, до речі, правильно зветься? Ну, это законопроект, который называется «Про визнання політичними в'язнями осіб, позбавлених свободи з політичних мотивів за рішенням органів влади Російської Федерації та умови і порядок надання їм державної соціальної допомоги та пільг». Так, и вот про что он? Ну, этот законопроект, если говорить про его философию, то он направлен на то, чтобы продемонстрировать нашим гражданам, проживающим на оккупированной территории, что государство Украина ищет механизмы, чтобы выполнять свои конституционные обязанности в нашем законе по, скажем, по защите прав, да, своих граждан. Если присутствовать физически государство не может выполнять свои функции, то этим законом государство предлагает механизм определенный, который позволит лицам, которые сегодня позбавлены воли, лишены свободы по решениям оккупационных судов, определенным образом иметь защиту социальную от государства, иметь определенные льготы от того же государства. И перечень этих льгот, как бы он такой широкий. Ну вот смотрите, что это? Ну, я вот так понимаю, это выглядит так, ну, по крайней мере для меня, когда мы наблюдали 3 года уже оккупации продолжается, и Крым, и части Донбасса. 3 года люди, в общем-то, предоставлены сами себе и волонтерам. Ну, грубо говоря, арестовывают в Крыму людей, уже достаточно десятки людей. Есть семьи убитых, есть семьи похищенных людей. Такая же ситуация со многими украинцами, которых увезли на территорию Российской Федерации. Там, я не знаю, Крупюка, Клыха, я эти дела тоже слышал, мытарство родственников, которые вынуждены, что-то им помогали, конечно, но это спонтанно, не по закону действительно, ну как-то вот дали денег там на адвоката часть, да, допустим, в Чечню, в Грозный ездили за деньги свои родственники политзаключенных. И, в общем, вообще не было системы. Если честно, вот со стороны простого, там, ну, не обывателя, но человека, который за этим наблюдает, выглядело очень ужасно. То есть Украина своим же гражданам не помогает, оставляет их на произвол судьбы наедине с оккупационной и российской карательной машиной. Этот закон призван эту ситуацию исправить. И каким образом в деталях? Вот что будет после принятия закона этим людям, членам семей, адвокатская ли помощь будет оплачиваема, какие расходы, какие-то, ну, хотелось бы подробностей просто, Юсуф. Ну, подробности практически вы все проговорили. На самом деле этим законом предполагается в первую очередь, скажем, компенсация тех затрат на защиту, скажем, адвокатов. Предполагается этим законом государственная социальная, скажем, такая выплата, которая будет приравнена 2 минимальным зарплатам. Это на членов семьи, на семью. Да, пока говорим про политзаключення. Разова це виплата? Ні, це буде регулярно. Кожного місяця, тобто там 6400, так? Так. Так. И предполагается разного рода льготы для членов семей. Вот давайте разберем, начиная с адвокатов. Значит, ну, условно, семьи политзаключенного. Смотрите, у нас как бы есть вся информация, сколько стоит один судодень, сколько стоит один рабочий день того же адвоката там в апелляционном суде, посещение в СИЗО. То есть эти расценки нам известны. Это адвокаты же не какие-то государственные, которые ФСБ нам там предоставит, а это адвокат нормальный должен быть, да? Который это адвокат, который должен устроить семью. Семью, конечно, да. Семью, которую устроит, да? И уже непосредственно, если говорить про все затраты, естественно, что этим законом мы не можем одним законодательным актом каким-то вот взять и все затраты закрыть. Этот закон направлен на то, чтобы эта помощь стала явной, чтобы это не было, как вы говорите, только волонтеры и только семьи, чтобы, во-первых, чтобы государство поняло, что есть определенный груз ответственности за тех граждан, которые остались на оккупации. Оно-то поймет, допустим. Смотрите, если бы мы выписали бы, вот сегодня, после того, как состоялась эта презентация, мы обратились к общественному объединению. Да, я видел ваш пост. Да. Объединением, потому как очень много было уже
Критики заранее. Не критики. А что? Здесь вопрос критики может начаться только после того, когда он будет принят. Критиковали, наверное, за то, что он до этого не был принят, и теперь вот давайте сделайте что-нибудь. Мы многие вещи могли бы, может быть, чтобы они состоялись вчера, но, к сожалению, вот, у нас разные процедурные, и субъективные, и объективные причины, что каждая, как говорится, наша инициатива появляется тогда, видимо, когда это не только нам угодно. У мене ось одне поточнення перед тим, як долучимо до нашої бесіди Марію. Це стосується лише тих політзаключених і, до речі, ми політв'язнів, ми ще хочеться розібратися, кого ми не будемо називати політв'язнями, які знаходяться на непідконтрольних територіях чи в Росії також? Если мы будем четко говорить про неподконтрольные территории, к этим территориям сегодня относятся только территории, некоторые районы Донецкой и Луганской Тобто области. всі ті, хто знаходиться в Росії? Мы здесь говорим, которые осуждены судебными органами Российской Федерации. Если говорить про неподконтрольные территории, то естественно, что таких органов судебной власти там нет. Тобто це стосується Криму, тих, хто сидять у Криму та в Росії? Так. Донецьк, Луганськ не беремо. Ну, я же об'яснив. Так, зрозуміло. Хочеться долучити все ж таки до нашої розмови Марію Томак. Це людина, яка безпосередньо 3 роки займається саме тими політв'язнями, возить туди їх рідних, наймає адвокатів, відшукує, б'є на спалах, нас, журналістів, чіпляє, каже, поїхали, треба щось робити. Марія, які ви бачите прогалини в цьому законопроекті, документи, чи які плюси? Ну, я би відразу сказала, що, звісно, ми не можемо розраховувати на те, що якийсь законопроект в нашій ситуації може бути панацеєю, звісно, ні. Але є якийсь мінімум. І я вважаю, що це дуже добре, що цей законопроект з'явився. У нас є з колегами багато до нього зауважень, пропозицій, частково вони були висловлені відразу на презентації, і ми їх надамо в письмовому вигляді з доповненнями. Але дуже добре, що цей закон є. Хоча і через 3 роки законопроект, що він є, з'явився, в принципі. Идея пока, да, такая явилась? Пока ще нет. Ні, тобто це документ. Ну, нет же еще деталей. Ні, є ось документ, є проект. Вже є проект закону, і я знаю, що буде створена робоча група, і ми будемо туди обов'язково входити. І родичі в'язнів Кремля обов'язково, сподіваюся, представники родичів, об'єднання вже родичів, вони інституціоналізували вже майже. Так само туди увійдуть, і це важливо. Я хочу уточнити щодо адвокатів, і це те, що ми пропонуватимемо, власне кажучи, в рамках наших пропозицій. Мені здається, що є сенс прописати в цьому законі надання безкоштовної правової допомоги згідно з законодавством України про безкоштовну правову допомогу, саме щоб були юристи, які працювали в Україні в тому числі. Тому що одним з критеріїв визнання, знову ж таки, політичним в'язнем ми пропонуємо визнати наявність кримінального провадження в українських правоохоронних органах щодо незаконного позбавлення волі особи. Це або прокуратура Криму, або Національна поліція, яка має відкрите провадження по 146 статті. По некоторым нет еще даже такого дела уголовного? Немає. Тобто по-кримськи майже всім є, тому що прокуратура Криму, треба їм віддати належне, вони активізувалися останнім часом, але з Національною поліцією там великі є проблеми, питання, і от якраз вони мають відкривати провадження по Росії, по тим, хто утримується, власне кажучи, затриманий в Росії. Ця стаття 146 – незаконне позбавлення волі, викрадення людини. А що стосується надання правової допомоги в Росії, то, по-перше, зараз МЗС вносить правки в постанову, яка дозволить виділяти бюджетні кошти на це певні, так, саме по лінії МЗС. Мені здається, що це прийнятний варіант, і нам не треба шукати... Але, я пригадую просто, що Україна МЗС і так платила адвокатам. Вони частково покривали, частково покривали, але це було, там... Якісь процедури були дуже складні, і зараз це все буде полегшено і зрозуміло. Зараз це буде внесено в постанову, і абсолютно прозоро, і легально, і так далі. Але я просто хочу ще наголосити, що я вважаю, що ми не повинні там казати, що все має робити держава, всі там брати на себе зобов'язання. Є донори, які так само готові підтримувати адвокатів. І якраз мені здається, що задача, в тому числі ми сьогодні зустрічалися з міністром Чернишем, обговорювали це питання координаційного цього центру, про який ми дуже
Где будут и волонтеры, и государственные структури. Так, правильно? Які буде координувати, власне кажучи, всі активності довкола цього. І в тому числі буде мати на увазі, що, наприклад, там адвоката Сенцова оплачує там такий-то фонд, і тут не треба державні кошти залучати, тому що є донорські кошти. Так, просто тут, мені здається, важливо якісь менеджерські речі. І от я сподіваюся, що за результатами нашої сьогоднішньої розмови, я так розумію, що вже є рішення міністра щодо того, що якась структура в рамках Мінтод буде створена, яка буде якраз це координувати. І різні державні органи, і волонтери. Да, я сьогодні, після того, як Марія там зустрічалася з міністром, ми теж мали розмову і деякі речі переговорювали, обговорювали, скажімо так. І, ну, зараз йдеться про те, що ми шукаємо такий формат, щоб він був надто таким, скажімо, гибким, гнучким, щоб визови і виклики, які з'являються у нас, щоб ця структура, вона була дуже така оперативна, щоб могла здійснювати свої функції в тому обсягі. Но тут важно, потому что ситуация, правда, нестандартная. Причем у нас каждый узник уже имеет детали свои, да, и здесь нельзя просто издать такие правила, да, и по ним действовать вслепую. Это живой процесс, вот и штаб очень важен. Да, поэтому нам сейчас до конца надо выкристаллизовать всю, скажем, и структуру, и идею эту, чтобы на площадке министерства была создана вот такая вот рабочая группа, это будет называться, или платформа, или что, чтобы у нас, с одной стороны, были, у нас функции координационные и так есть на министерстве, чтобы эта функция уже могла реализовываться вот относительно вот конкретной задачи, конкретных проблем. Пане Юсуф, а хто взагалі за цим документом, за цим законопроектом буде визнаний політичним в'язнем, і чи є процедура, чи корелюється вона якось з іншим законодавством України? Мы с самого начала ушли практически от того, чтобы была процедура вызнания, то есть, скажем, как это, вызнания, да? По-русски как вот вызнание? Признание. Признание. Потому как мы закрепили сразу в первой статье, что лица, которые определяются политическими узниками в связи с их общественной или политической деятельностью на территории, где органы власти временно не осуществляют свои полномочия или на временно оккупированной территории. Кто будет вызнавать? Комиссия какая-то уже будет, закон что? сам по себе. Нет, закон-то есть. Но вот комиссия будет создаваться, межведомственная комиссия будет создаваться отдельным постановлением Кабинета министров после того, как принятся закон. Но эта комиссия должна будет устанавливать факты. На основании этих фактов установленных? Нет, человек уже, например, ну, скажем, я не хочу брать каких-то примеров, да, ну, например, Ильмиунов, да, он, если, судя по этому закону, он непосредственно уже является политическим узником. Если он или его уполномоченное лицо обратится непосредственно в эту комиссию для того, чтобы получать эти льготы и эту помощь, то надо будет просто предоставить факты. Почему мы ушли от этого? Потому как у нас по закону о правовом режиме мы не признаем любые документы, которые выданы органами власти. Даже решение суда и так далее не признаются. Да? Ну, то есть преследование идут, документируются там? Комиссия, рассматривая эти документы, выносит свое определение. То есть мы не будем заморачиваться тем, что мы будем каким-то судебным порядке признавать эти факты. Мы эти функции передадим комиссии, которая, рассмотрев эти факты, эти документы на основании всех разных печатей будет выносить. Знаєте, я пригадую, коли під час Майдану, чи то після були випущені багато людей на волю з тюрем, з СІЗО, от саме як політичні в'язні. І багато хто з них насправді такими не були. От як уникнути такої ситуації? Ну, бо я особисто була присутня на справі у Київській області, коли селянин вбив поліціянта. Там, це було от суто кримінал. Його визнали політичним в'язнем за цим законом. Ця людина на волі, вона зараз помічник народного депутата. Ну, смотрите, здесь название закона само, да, имеет такое, скажем, включение и ответ на ваш вопрос, где мы говорим по решениям органов власти Российской Федерации.
Ну, то есть, понимаешь, эта ситуация какая? Если Любой человек, гражданин да, Украины, вообще вытащенный оттуда, который мы стремимся оттуда вытащить, да, это уже как бы мы действуем правильно, потому что гражданин Украины должен... Причем здесь не идет речь... Там, вот давайте... Здесь не идет речь уже о судебном решении. Здесь идет даже речь про возбуждение уголовного, о статусе, там, знаете, там, обвиняемого или подозреваемого. Пока решения суда нет, а человек может находиться... Людина, знаходячись в Криму, вбила іншу людину. Пограбувала і вбила. Но це вже кримінальний злочин. Ну і що? І вона заявляє, що її затримали там... Ну, во-первых, таких фактів ми не знаємо. Послухайте, особи, які визнаються політичними в'язнями у зв'язку з їхньою громадською або політичною діяльністю. А ну да, я вже говорив це. Це є формулювання закону, це стаття закону. Якщо можна, я просто додам. Ну, по-перше, є чіткі критерії, і тут взяті за основу критерії Ради Європи щодо визнання політичними в'язнями, які взяті за основу, наприклад, правозахисним центром «Меморіал» там російським, да, які теж застосовують ці критерії. Мені, чесно кажучи, не дуже подобається, тобто не те, що не дуже подобається, мені здається, невичерпним ось це формулювання у зв'язку з їхньою громадською та політичною діяльністю. Тому що, як відомо, не всі політичні в'язні, навіть які визнані політичними в'язнями і нами, і, до речі, «Меморіалом» тим самим, вони брали участь активно в громадсько-політичному житті. От, до речі, справу Літвінова, так? Він абсолютно классичный политвязень, але, ну, то есть, слушайте, но ведь могут человека просто выбрать в качестве жертвы, он может попасть в эти жернова. Да. І тому ми будемо пропонувати дещо уточнити ці критерії, це формулювання, так? Тому що політичний мотив може бути без прив'язки до суспільно-політичної діяльності людини. Вона може бути нейтральною, але можуть використати. Грубо говоря, просто человека в заложники берут, да? Абсолютно. Вот это политический мотив, да. С его стороны была, допустим, общественно-политическая деятельность? Нет, да? Но більш того, є людина, і Марії про це відомо, але я не буду називати його прізвище, який діяв, його підозрюють в тому, що він взагалі був антиукраїнських поглядів, а зараз сидить у Росії, але сидить він там також за політичними мотивами. Так, ну і обвинувачений відповідно в участі в націоналістичних організаціях. Ну, смотрите, само принятие этого закона, оно же не говорит о том, что каждый, кто будет сам себе считать, что он там имеет основания по этому закону подаваться, потому как статья 1 выписана таким образом, как говорит Мария, может быть, не совсем совершенно, да, на данный момент, пока мы же говорим про законопроект, да, он будет так или иначе проходить через вот эту межведомственную комиссию. Автоматических каких-то призначений вот этих государственной помощи, никаких автоматических выплат не будет. То есть это комиссия, в которой состав, мы предполагаем, что будут там специалисты и Минюста сидеть, и СБУ, там, и правозащитные организации, и, может быть, и международный какой-то наблюдатель там будет. То есть это межведомственная комиссия, которая будет там собираться раз в полгода, может быть, раз в месяц, ну, по мере необходимости, как будет выписана эта постанова. И эта задача этой комиссии будет как раз-таки и установление этого факта. То есть если все случаи, про которые мы проговорили, человек приходит, приносит доказательства. Если кто-то, один из членов комиссии, будет сомневаться или просить какую-то дополнительную информацию, он будет иметь право как бы, человека предоставить. Если нет, значит, ему этот факт не будет установлен. То есть он автоматически не сможет стать человеком, который будет иметь... Примерно понятно, как вы будете включать. Да, понятно, что мы примерно понимаем, о ком идет речь. Там с Марией вы уточните формулировки. Надеюсь, что все попадут. А если кто-то вдруг не попадет, не только с Марией, добьются. Группа, да. Мария это просто для меня очень большой авторитет в этом деле. Я к ней всегда апеллирую. Но один только вопрос касаемо материальной помощи. Ну, во-первых, она, конечно, получается во многом символическая. То есть это 6 тысяч гривен, я правильно понимаю? 6400. Да, ну, скажем так, хорошо, что она есть, плохо, когда ее не было, но, в общем-то, это не огромные деньги. При этом положение это действительно у людей разное. Кому-то помогает весь мир, ну, я не буду говорить, так, кому-то помогает весь мир, огромное количество спонсоров, и, допустим, у него там один ребенок или нет ребенка у этого человека, да? У другого человека не помогает ни спонсоры, никто вообще, он брошен, забыт, я в Украине о нем мало кто знает, но при этом, допустим, у него 3 детей или 4. Как дифференцировать эту помощь? То есть ему может быть тяжелей, а помощь пойдет равная, да, пусть даже и маленькая, может быть, ну, есть ли какие-то механизмы соотнести материальную помощь с тем положением конкретным, в котором находится конкретный политзаключенный, поскольку оно у всех разное? Ну, скажем, в этом законе этих механизмов нет, но проблема, о которой вы говорите, она нам известна. И более того, что мы же не говорим о том, что государство, приняв этот закон, не будет искать других механизмов, которые могли бы, скажем,
помогать тому же государству. Это закон, это что получается? Закон о намерениях или там все-таки конкретика Нет, будет? Есть конкретика, конечно. Есть конкретика и выписаны те льготы, которые будут предоставляться. А пільги це буде на що? Ну, санаторно-курортное лечение, медицинское обслуживание бесплатное, медицинское сопровождение, да, там право на вступление без экзаменов для детей. Для родственников и детей. Вот то, что вы сейчас говорите, да. это родственники и дети. Человек же Нет, сидит. для детей. Ну, для какие детей. родственники? Да, для детей. Вот, то есть вот эти льготы, которые прописаны в законе, если, скажем, общественность или в процессе обсуждения с общественностью будет принято, скажем, что эти льготы недостаточно, давайте расширим. Но мы можем его выписать так, что государство, по идее, должно будет взять этого человека на полный пенсион, тогда этот закон просто не пройдет. Смотрите, но я так понял, что этот закон, это такой общий знаменатель, да. Это база такая, да? Это то, что государство обязано делать человеку, признанному политзаключенным, в обязательном порядке, это минимум, да? А остальное уже как, Мария? Это вы будете здесь кому-то критическое положение, там, кому-то больше нужно помочь, там, кого-то судят вчителі в Магадане, да, а кого-то вот, ну как вот. Ну, я думаю, що от якраз функції моніторингу ситуації, де потрібна більше допомоги, де треба її залучати додатково, і повинен відігравати цей координаційний центр. Я на нього покладаю великі надії, чесно кажучи, так. І я думаю, що туди має стікатися інформація і від родичів, і від адвокатів, і від там інших залучених, і від Офісу омбудсмана, яка по своїй лінії контактує з Москальковою, зі своєю російською колегою і так далі. І якраз там, ну і зрештою, постійно ж є можливості залучення коштів самими от, власне, родичами, так, які зараз об'єдналися вже в громадську організацію. І постійно донори якусь допомогу пропонують. Я вважаю, що від цього не треба відмовлятись, так, треба це використовувати просто ефективно і залучатися туди, куди є, де Мария, є. а вот для доноров это плюс, когда государство берет на себя, во-первых, закон принимает и берет координацию и гарантирует, как бы, что эта помощь, ну, как бы, вот, будет правильно распределена, это нет, не имеет значения. Мені здається, що це плюс, враховуючи те, що держава ще на себе бере певні там фінансові зобов'язання, так, частково забезпечує якісь виплати, і це вже, звісно, сигналізує про певну зацікавленість держави, так, що вона не віддала це на відкуп. Но это хороший знак для людей, вот, с которыми вы имеете дело, с волонтерами, с западными фондами или с какими-то с украинскими фондами. Так, однозначно. Да, самая большая польза, что это реноме государства, по большому счету. Не может быть такого, даже в последнем отчете Amnesty International, по-моему, говорилось. Там был как раз пункт о том, да, о том, что до сих пор не создано. Да. Вот это первый, может быть, шаг к тому, чтобы этот фонд был создан. Причем фонд, который будет аккумулировать, как говорит Маша, определенные средства и уже, возможно, дополнять те матеріальні, скажімо, затрати, які не можуть рішитися в рамках цього закону. Я ще один хотіла момент додати. Він трошечки більш загальний, але просто Ірина про це згадала, про тих осіб, які отримуються на підконтрольній території на Сході. Тільки хотіла запитати, а що з ними? Да, якщо можна, я просто скажу, що тут складна ситуація, тому що з одного боку я розумію, що от є вже законопроект, так, його треба трошки допрацювати і можна ухвалювати, і це вже буде просування. По ньому працювати. Да, з іншого боку, є проблема, вона стосується імплементації норм Женевської конвенції, тобто дуже широкого кола питань, і взагалі необхідний, на нашу думку, ми цю концепцію розробили з Гельсінською спілкою разом з Харківською правозахисною групою, ухвалення закону про захищених осіб. І там мають бути враховані всі категорії, в тому числі ті особи, які утримуються на підконтрольних територіях на сході України. Ну, точнее, можно? Вот если этот закон будет принят, и родные этих людей, о которых речь идет в законе, вот, удержанных в Крыму и на территории России, получат, хотя бы даже не в помощь, а просто закон такой. Вот вам закон от государства. Но это будет ужасно выглядеть морально, если в этот же момент одновременно не будет принят какой-то акт в поддержку людей, которые... Им-то нет разницы. И мы же понимаем, что там Россия, просто она по-разному это называет, эту агрессию, где-то аннексией, присоединением, где-то это ДНР, ЛНР, да, но для людей это все равно. И как это будет выглядеть? Вот у вас же есть люди, у которых родственники там, и родственник там. Говорит, вот этому помогаем, а этому нет. Это как надо синхронизировать, чтобы это не выглядело ужасно. Ну от ми сьогодні домовилися, в тому числі з міністром, про те, що ми будемо зустрічатися там з його заступниками, там власне з його колегами з міністерства і говорити взагалі про це взагалі велика проблема і інтелектуальна, і технічна імплементація норм міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій в українській ситуації. І про це треба говорити. Я би просто не відмітала
з цієї підстави, так, цей законопроект, і мені здається, його можна і треба ухвалювати, але разом з тим треба думати справді про те, що робити з рештою людей, які абсолютно, ну, я з вами погоджуюсь, це жертви однієї ті самої історії. Ну просто вот реакция людей, да? Ну так. И вдруг они видят, что им да, а им нет. И это вы попадете, и вы попадете под огонь критики, что одновременно с этим закон, пусть это будет закон или как-то еще, я не знаю, как это делать, да, но чтобы помочь им одновременно, мы же не можем выделять людей по тому как месту, которое Россия определила, да? Юсуф, як бути? Чи розробляється у вас щось подібне, законопроект щодо людей, які отримуються у так званих ЛНР та ДНР? Смотрите, если бы... Я начну с другого немножко. Если сегодня взять и в поиске забить, к примеру, в законодательной базе Российской Федерации, да, по ключевое слово там Крым, то база выдаст около 200-200 уже непосредственно документов нормативных. Это те документы, которые вот за этот период приняла Российская Федерация. Понятное дело, что процедуры разные, и, скажем, цели разные, да, и мотивации разные, что у одной, ну, у российской стороны, скажем. И, возможно, у них больше возможностей принимать законы. Но это свидетельство того, что Российская Федерация до этой ситуации готовилась. Что она имела пакет уже определенных законодательных актов, которые можно было вот выкидывать, быстро принимать решения и показывать как бы вот силу таким образом. Украина, мало того, что она не то чтобы не готовилась, Украина сегодня не может процедурно поменять какие-то вопросы, которые бы давали возможность оперативно реагировать на такого рода вызовы. Поэтому и затягивается. Вот почему мы говорим, вот 3 года прошло, вот искалась модель. Мы тоже думали, когда разрабатывали этот закон, мы тоже думали о том, что выпадает та часть людей. Но потом пришли к такому решению, что одним законодательным актом решить проблемы всех не получится. Да никаким законодательным актом не получится. Чи розробляється подібний законопроект? Мы как бы думаем о разных форматах, но говорить о том, что сегодня у нас на выходе есть такой, я бы не стал. Немає. Ну, может быть, в общении с правозащитниками к какому-то варианту придете, потому что... Ну, если бы был бы готовый рецепт у правозащитников, я думаю, он был бы уже и у нас. Мы не то чтобы только сейчас встретились, да, мы так или иначе в определенном диалоге находимся. А чому взагалі цим займаєтесь ви, а не Міністерство юстиції? Ну, это, наверное, наши функции каким-то образом. Министерство юстиции вообще не разрабатывает законодательные акты. Министерство юстиции следит, чтобы те законодательные инициативы, которые разрабатывались бы другими органами центральных органов власти, они соответствовали той нормативной базе, которая уже существует. И она определенным образом есть таким вот цензором, да, вот юридическим. Так, чтобы... В Женевській конвенції, вибачте, це імплементація, це положення записане Міністерства всіх окупованих територій. Скажите, вот в этом законопроекте есть или будут, может быть, не только такие утилитарные положения, да, там, о выплатах, о помощи и так далее, но, например, гарантии информационной поддержки страны Украины, гарантии, потому что, опять, мы имеем дело с известными узниками по тем или иным причинам и с неизвестными узниками. Они в неравном положении находятся вот даже в поддержке. Не зрозуміло, а як може держава? Ну как, ну может быть, нет, почему нет? Например, я фантазирую, да? Есть некая обязанность страны бороться за своих граждан на международной арене, да? Там тоже должны быть учитаны... Ты маешь на увазі не в ЗМИ украинских, а... Официальным путем СМИ нельзя диктовать, СМИ-то не диктуешь. Я имею в виду, что вот МИД, например, да? Или там Минюст, чтобы интересы этих людей, то есть государство берет на себя обязанность не только там помогать адвокатам, да, но и на международной арене бороться за их освобождение. Или нет таких положений, это просто уже как по умолчанию? В этом законе такого как бы обязательства нет, но это не говорит о том, что государство этих функций не выполняет. Скільки взагалі ви підраховували вже таких людей, які підпадуть під дію такого законопроекту? Вообще, это неблагодарное дело сегодня говорить, например, что на сегодняшний день там около 50, да? Потому что завтра оно может... Да, это правда. Ну вот, на данный момент примерно. 46-48, вот
в этих пределах. Потому что как вот считать тех ребят, которых в Судаке последний раз забрали, отпустили, вот как к ним относиться? Я, до речі, не розумію, а чи під дію цього законопроекту підпадають, наприклад, ці тисячі українців, які проходять по так званим наркосправам? Ні, це точно ні. Це абсолютно інша історія. І там складно все. Але ж ти розумієш, тобто тут також можна шукати політику? Можна, але в Росії створюється образ українця, який приїжджає в Росію, торгує наркотиками. Це ризик, але ризик в тому сенсі, що але все ж таки по критеріям, які будуть виписані, вони не підпадають. То есть это отдельный кейс, который нужно отдельно им заниматься тоже. Так, це стосується питань торгівлі людьми, і це абсолютно інша історія. Так, Росія все зараз намагається з політичною метою використати, але це не означає, що ці особи моментально можуть потрапляти. Ни у кого не будет написано, да, что он по политическим вязням. Там те же ребята, которые по свободе совести, да, вот мусульмане, да, никто же не говорит, что они просто последователи той организации, которая признана в России экстремисткой, и они уже экстремисты, террористы. Еще один вопрос. Вот недавно, наверное, наши телезрители знают, на «Украинской правде», по-моему, были опубликованы премии сотрудникам государственных органов. Там премии до 800 тысяч гривен, да, которые в годовом исчислении и так далее. Я понял, что речь идет сейчас о 40 узниках. Я в уме умножил 40 на 6 тысяч гривен. И как-то это получается сумма несколько меньше, чем премии отдельных государственных служащих. А если взять вместе эти премии, то это просто какая-то просто капля. Выглядит это не очень, честно говоря. А вы только в месяц умножили или на год? Я даже если на год умножу, Юсуф, но все равно там получатся цифры такие, что, в общем-то, это... Так это хорошо или плохо? Просто... Это какие-то остатки с барского стола. Прошу прощения. Не с вашего стола, Юсуф. Я не вашего министра. Я бы не хотел, чтобы мы брали на весы и кидали практически все. Есть определенные, да. То, что касается... Может поднять сумму, нет? Как вы считаете? Можно это обсудить? Все-таки речь идет не о тысячах людей. Я понимаю, что бюджет Украины, я все понимаю, но речь идет всего, как всего, это не всего, это очень много. Но речь идет о десятках людей, а не о десятках тысяч, да? И, может быть, наш государственный бюджет мог бы немного увеличить размер помощи месячной людям, которые страдают за Украину. Это тоже предмет открытый к обсуждению. Можем и десятикратную эту минимальную зарплату показать. Но в том-то дело, я об этом дело в том, что никакая материальная, скажем, компенсация, она не компенсирует те моральные... Никогда не компенсирует. Да. Поэтому быть уверенными, что мы таким образом купим, скажем, свою совесть, да, что мы сделали все, что можем, мы никогда не сможем. Но просто это сравнение. Мы должны быть реалистами. С сравнениями я согласен. Или когда мы смотрим, давайте без этого даже, декларации наших чиновников, да, когда мы их смотрим, мы понимаем, что все, годовая помощь всем беженцам, которые по данным версии этого закона предусмотрены, это, допустим, там, один обед какого-нибудь депутата нашего. Это тоже как-то... я бы не говорил. Вот такие... 2 обеда. Подожди, если так навскидку просто посчитать, если 40 на 2,5, это уже... Извините, я просто правда, когда речь о минимальных зарплатах, я всегда думаю о тех зарплатах и премиях, которые получают... 4 рази там більше, наприклад, ніж пенсія в Україні. Тобто, і взагалі тут мені, добре, що хоч щось є. Ні, це точно, це дуже хорошо. І дуже важливо, звичайно, щоб держава, люди, особливо, які мають відношення до переговорного процесу, так, не вважали, що цим законом взагалі держава може відкупитися, так? Тому що, звісно, що важлива підтримка, там, і логістична, і фінансова, але головна мета – повернути цих людей додому. І от одна з задач, яка зараз я не розумію, як має вирішитися і чи це можливо, це щоб якимось чином родичі могли контролювати процес або принаймні дізнатися про процес перемоги. І от просто коли представник СБУ там виходить на ефір і каже, що у нас 9 українців сидить в Росії, так? У мене питання, а які у вас критерії, так? А критеріїв немає. І що у них там за цифри, і чому у них досі, хоча ми вже... Это важный вопрос об открытости. То, что вы сказали, да, Мария? И у нас уже время подходит к концу. Я бы хотел Юсуфу задать еще вопрос, касающийся, насколько будет открыта деятельность этой комиссии для
хотя бы родственников. Якщо вона буде створена. Да. Ну, еще раз скажу, что это не будет закрытой комиссией. То, что в состав этой комиссии обязательно будут не только представители власти в Хаити, и представители общественности. Поэтому, как мне кажется, при тех условиях наших сегодняшних, то проблемы получить какую-то информацию о деятельности этой комиссии не будет. Но родственники будут иметь доступ? Естественно. Естественно. Що ж, поговорили ми про так званий законопроект про політичних в'язнів. Говоримо вам до побачення ненадовго, за 20 хвилин. Чекайте в цій студії російського письменника та журналіста Сергія Лойко.